Поддержать систему в условиях пандемии, а также найти способ продолжать образование в случае неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Такова цель тренинга. Активное внедрение современных технических средств в систему образования коренным образом изменило подход к образовательному процессу во многих странах мира. Новая форма обучения получила широкое распространение, одно из которых – дистанционное обучение. Современное образование диктует нам свои тенденции, свои правила, согласно которым мы должны все-таки привыкать к тому, что вот эта традиционная роль учителя все время у доски с мелом, она не то что нивелирована, ни в коем случае, она просто, скажем так, будет более разнообразна в плане каких-то технологий из будущего, грубо говоря. Потому что для большинства учителей это кажется пока еще просто эфемерным. Давайте говорить правду. Но когда Генри Форд заменил лошадь на автомобиль, он сказал такую фразу, что люди чаще капитулируют, чем терпят крушение. То есть действительно надо просто начать. Роль родителей в дистанционном обучении очень важная. Они главный партнер учителя, и от их взаимодействия зависит успешная реализация онлайн-обучения. Надеюсь, что наши коллеги здесь, они услышали это, намотали на ус, сделали выводы и, главное, спланировали действия. И эти действия они будут активно реализовывать сами, с помощью коллег своих, с нашей помощью, с помощью министерства, педагогов, родителей и самих учеников. Будем надеяться, что онлайн-обучение это будет вынужденная мера и мера по желанию. То есть, когда мы выходим на связь с зарубежными экспертами или иногда там по субботам, воскресеньям мы там общаемся или дополнительно занимаемся с педагогом помимо основной школы. Мы на это будем только надеяться, что карантин нас уже обойдет стороной, одного нам хватило. Да, мы уже засиделись дома и ходим в школу, в детский сад, в университет. Дети уже скучают по друзьям, по педагогам. Новые требования к знаниям, стремительное развитие информационных технологий, появление новых методик обучения – все это требует тщательного пересмотра подхода к системе обучения, которая должна по максимуму использовать доступные информационные и педагогические технологии. Как вот начать 1 сентября в условиях вот той ситуации, которая сложилась? То есть в условиях пандемии, как вот научить детей к той привычке, которая у нас уже за несколько месяцев сложилась, и как бы это воплотить в жизнь. Все-таки здесь нужна, наверное, совместная работа именно районных администраций. Работа по внедрению дистанционного обучения будет использоваться только в период пандемии. Заменять или же упрощать традиционное обучение никто не собирается. Именно об этом надо рассказать представителям районных отделов образования и руководителям общеобразовательных школ, отмечалось на встрече. По итогам нашего семинара мы все, вот эти опасения, которые у нас были, они немного рассеялись. Безусловно, мы реально понимаем, что все не так просто. Но при этом мы уже понимаем, что и не так страшно, как казалось на первом этапе. Построить определенную работу уже сегодня, если будут у нас технические средства, мы сможем. По итогам нашего семинара мы получили определенные ответы на свои вопросы, и думаю, если я не смогу поставить работу так, чтобы охватить полностью класс, школу или район сегодня на этапе моей работы, то применить это к детям, которые не охвачены учебой, я обязательно смогу и хочу это попробовать, потому что очень много детей на домашнем обучении, им нужна наша поддержка, наша помощь, и надеюсь, что эта платформа даст нам возможность вовлечь в образовательный процесс наших детей. Министр просвещения и языковой политики Инна Алгаблия от имени участников семинара поблагодарил эксперта из Эстонии Анну Голубеву, которая в течение 2 дней на примере обратной связи учителей Эстонии делилась с абхазскими коллегами опытом в области дистанционного обучения. Благодарю вас за участие, за организацию этого тренинга. Коллега Наталья здесь тоже нам помогала, поэтому хочу всех вас поблагодарить, кто помог, да, в организации этого мероприятия. Оно действительно оказалось очень полезным, организовано на высоком уровне. Вот. Было интересно, увлекательно, было много вопросов, мы нашли на них ответы. Поэтому я хотел бы вам сказать, что вы действительно справились с этой задачей, и все ожидания вы превзошли. Вот, поэтому вы молодцы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами.
В завершении семинара всем участникам были вручены сертификаты об успешном прохождении онлайн-тренинга. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.